Здравствуйте, ребята! Сегодня на уроке мы узнаем, как сложили песню и попытаемся ответить на вопрос: «Ты откуда, русская, зародилась музыка?» Начнем наш урок с разучивания новой песни, которая называется «Песня о России». Послушайте эту песню и подумайте о ее образах, характере, настроении, средствах музыкальной выразительности, которым использовал композитор. О чем пелось в этой песне? Каково его содержание? Сначала идет описание русской природы, потом все больше говорится о чувствах, переживаниях людей, которые поют эту песню. Обратите внимание, почти все начало поется на одном звуке. Чтобы повторение одного звука не было скучным, надо такие фразы начинать негромко, но при исполнении делать некоторые усиления звучности. Спойте мелодию первого куплета. А теперь послушайте мелодию припева. Припев будем начинать тихо. Ведь вот здесь вы рассказываете о том, что нет страны роднее, чем Россия. Это самое лирическое место всей песни. Теперь спойте припев.
теперь объединим всю песню. Помните о выразительном исполнении и о динамическом развитии. Лирический характер сближает эту песню с русскими народными лирическими песнями. И приоткроет тайну зарождения русской народной песни рассказ писателя Максима Горького «Как сложили песни». Как две женщины сложили песню под грустный звон колоколов монастыря летним днем. Родные, грустно и сердито говорит Устинья, я тоже, когда первый год в городе жила, неутешно тосковала, будто не вся живешь, не вся вместе, а половина души в деревне осталась. И все думается день-ночь, как там, что там. Ее слова словно вторят звону колоколов, как будто она нарочно говорит в тон им. Склоняясь к западу, в мутном небе висит на золотых лучах красноватое солнце. Тихий голос женщины, медный плеск колоколов и стеклянное кваканье лягушек — все звуки, которыми жив город в эти минуты. Звуки плывут низко над землею, точно ласточки перед дождем. Над ними, вокруг их тишина. Вдруг Устинья говорит бойко, но деловито: ну-ка, Машутка, подсказывай. Чего это? Песню сложим. И шумно вздохнув, Устинья скороговоркой запевает: эх, да белым днем при ясном солнышке, светлой ноченькой при месяце. Нерешительно нащупывая мелодию, горничная робко вполголоса поет: беспокойно мне, девице молодой. А Устинья уверенно и очень трогательно доводит мелодию до конца. Все тоскою сердце мается. Кончила и тотчас заговорила весело, немножко хвастливо: вот она и началась, песня. Я те, милая, научу песни складывать, как нитку сучить. Какой получилась у женщины новая песня по характеру? Жалобной, невеселой. Словно в ней они передают тоску по своему родному дому. Как вы думаете, была в этой песне развернутая сложная мелодия? Нет. Скорее всего, женщины нараспев проговаривали слова, декламировали их. Попробуйте и вы сочинить мелодию к словам, которые придумали женщины в рассказе Максима Горького. Теперь внимательно рассмотрим эту картину. Какие события в жизни человека здесь изобразил художник? Эта картина называется «Полдень» Петрова-Водкина. В своей картине художник дал панораму жизни русского крестьянина. Труд, отдых в поле, любовь, материнство, похороны – это вечные сюжеты различных жанров русских народных песен. А сейчас послушаем фрагменты русских народных песен разных жанров и попытайтесь определить, в какие события жизни исполнялись эти песни. Спи, сыночек мой, усни, люли, люшеньки, люли. Ладушки, ладушки,
где были у бабушки, что ели кашку, что пили барашку. В сырах дробина, в сырах дробина, 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 дробина. Эй, уханье, еще разик, еще раз. И как раскину я того очи ясные, и по прекрасному далю в одно кладовищу. Здесь вы узнали жанры русских народных песен. Колыбельные. Колыбельную песню мама поет тихо и нежно. Вместе с колыбельными песенками в жизнь ребенка входят потешки. Это песенка, помогающая научить маленького ребенка понимать человеческую речь. Хороводные песни сопровождаются хороводами. Содержание хороводных песен очень богато своей тематикой. Трудовые песни слагали лесорубы, грузчики, бурлаки. Песня помогала, объединяла их работу, делала ее более размеренной и дружной. Формой выражения скорби и грусти на Руси стали песни-плачи. Это особый жанр фольклора, лиричный и пронизывающий. Плясовые песни – это песни, сопровождающие плясовые хороводы и пляски. Песни сопровождали русского человека всю жизнь, с рождения и до самой смерти. Они помогали ему жить и работать, преодолевать трудности, горевать и веселиться, заряжали энергией, добавляли душевных сил. И сколько их в памяти народной, сотни, тысячи, записывает их уже 200 лет. И по сию пору этот кладезь народной поэзии и музыки не иссякает. А наша задача – сохранять песни и передавать их друг другу. И в завершение нашего урока я думаю, что вы сможете ответить на вопрос, а где зародилась русская музыка? Конечно, на Руси.